Историк Шалва Иналыпов в своих трудах доказывал, абхазы никогда не были отчуждены от моря. Напротив, наши предки издревле строили уникальные суда, пели особые песни гребцов и мастерски владели искусством навигации. Сегодня, спустя столетия, в Сухуми решили доказать, что мастерство абхазских корабелов не забыто. Это усилители для каюты под палубу, то есть крыша каюты фактически. В этой небольшой мастерской на территории Института экологии сегодня кипит работа. Здесь базируется клуб традиционного судостроения и мореплавания. Его руководитель Леонид Черкезия 20 лет своей жизни отдал службе в Министерстве обороны. Однако, выйдя на пенсию, решил вернуться к мечте детства. И вот уже более 10 лет он строит парусные лодки. Многие из них сейчас верно служат абхазским рыбакам. Но нынешний проект особенный. Это воссоздание 10-метровой шхуны князя Килишбея, которую назвали Озег. Как-то попалась давно статья, что наш князь Килишбей захватил курьерское судно. Это была шхуна небольшая. Вот. Но так как ее сильно повредили в бою, то наши корабелы решили построить такую же. Уже очень она понравилась, быстрая, на мелководье заходила. И вот они его построили. И вот после того, как вот эта заметка осела где-то в памяти, начали искать. Батал Джапо включился, там, в общем, много людей. И по крохам собрали информацию. Но так как у нас не осталось ни чертежей таких, ничего, даже рисунков, гравюр не было. Вот. Начали искать похожие суда. В общем, нашли, и это, скажем так, сборная модель. Но оно очень похоже на то, что было у князя Килишбея. И вот отсюда и родился этот проект, что мы решили, что показать, что у нас были корабелы, которые строили хорошие суда. Долгое время Леонид и его единомышленники финансировали проект сами. Настоящим подспорьем стала победа в конкурсе Созидателей Абхазии. Проект клуба получил грант в размере 5 миллионов рублей. На эти средства удалось закупить качественную древесину, оборудование и материалы, что позволило выйти на финишную прямую. С их поддержкой, а то это еще долго не возродилось бы. В принципе, как видите, корпус уже корпус готовый. Его вот даже сегодня можно в воду скидывать, и он будет на воде спокойно стоять. Днище уже покрашено необрастайкой. Все тут уже готово. Мы сейчас ведем только внутренние работы. Так что этап завершающий, скажем так. Леониду помогают волонтеры. Самому старшему из них, Надару Несторовичу, 78. Он приходит сюда каждый день, чтобы своими руками помочь оживить историю. Всего в команде 4 участников, но клуб по-прежнему нуждается в руках и приглашает всех желающих присоединиться к строительству. Всегда приходите и расскажем, как. Что много, кстати, заходят, интересуются. Вот многие не знали вот эту историю, да ее мало кто знает. У нас были хорошие мастера, корабелы, которых не осталось. У нас целый пласт истории уничтожен, его нет. И вот пытаемся мы вот этим делом возродить, чтобы интерес пошел у людей к этому делу. Лодки строить очень интересно. Сейчас на шхуне настилают палубу и готовят мачты. Место для нее уже определено. Администрация Сухумского порта выделила причал у морвокзала, где корабль станет живым музеем и учебным классом. Шхуна будет стоять там. Все желающие зайдут, посмотрят. Мы расскажем, что это за шхуна, ее историю. То есть вот у нас такое с лекциями будет. Плюс к нам будут приходить школьники, уже тоже с Министерством образования, тоже договор есть, что там по 5 или по 10 человек будут приходить, мы с ними в море выйдем, практические занятия. Расскажем, что это за шхуна, опять же, ее историю князя Килишбея. Приезжие будут заходить, пожалуйста. Есть у Леонида и еще одна мечта – детская парусная школа. Спортивный инвентарь, лодки «Оптимист» и «Кадет» мастер уже восстановил своими руками. Осталось лишь найти подходящую береговую инфраструктуру.
тут сложности, помимо того, что у меня материальная часть уже есть готова, даже вплоть до спасательных жилетов в них все есть. Место нужно, помещение нужно. Мне нужен класс как минимум, раздевалка, да? Девочки, мальчики отдельно, санузел обязательно отдельно, они же после моря помыться должны. То есть тут целая инфраструктура, поэтому вот прямо сейчас открыть я не готов. По условиям гранта ОЗЕК должен покинуть мастерскую уже в конце апреля. Леонид Черкезия говорит, что это только начало. Вслед за этим судном он планирует построить серию боевых галер по старинным абхазским технологиям. Заур Кварджия и Нала Кухава, Абаза ТВ.